Slava Isusu Christu. Началось время Адвента и готовимся к Рождеству. Это Рождество отмечаем пришествие Иисуса Христа, Господа нашего, на землю. И у нас это время, чтобы зажигать, развивать наше желание увидеть нашего Господа. Это то, что произошло 2000 лет назад, что происходит у каждого человека в небесах и потом в конце времен. Но думаю, что у всех христиан каждого века было такое желание видеть лицо Господа нашего Иисуса Христа. Народ Израиля ожидал момент, и наконец-то пришел этот момент. И нас тоже время можно воспользоваться этим временем, чтобы зажигать это желание. Как говорит книга песни: «Покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лицо Твое приятно». Да, но инициатива происходит от Бога. Он пришел к нам навстречу, чтобы мы могли общаться с Ним, с Богом, чтобы у нас было такое личное общение. И даже Сын Божий стал человеком. Слово стало плотью. Бог стал один из нас. И нам нужно ответить на этот призыв, на это призвание. Бог, который зовет нас, как говорит Псалом 26. «Сердце мое говорит о Тебе, ищите лица моего». И Псалом отвечает: «И я буду искать лица Твоего, Господи». Это то, что мы можем делать в это время Адвента. И как раз сегодня отмечаем праздник святого Иоанна Дамаскина, отец церкви 8 века, и его изучение, его произведения богословские помогли решить спор, который возник в церкви, спор в иконах, потому что раньше, во время Ветхого Завета, нельзя было изображение Бога, но как раз святой Иоанн Дамаскин основал его изучение, воплощение Сына Божия. Поэтому тоже это желание в церкви у многих христиан возникла такая традиция иконов, и много молимся перед иконами, чтобы было легче, да? И расширять, развивать это желание видеть лицо нашего Господа. Потому что, как говорит Писание, который Иисус есть образ Бога невидимого. Бог был невидимым, но стал видимым. Иисус Христос – это сияние славы и образ ипостаси Его. И как сам Иисус Христос сказал: «Видите меня, видел Отца». У Бога есть лицо, и это лицо Иисуса Христа. Потому что, как Иисус Христос сказал: «Я в Отце, и Отец во мне». И поэтому можно расширять, развивать это желание, увидеть лица Бога. Это лицо Иисуса Христа. Как сам святой Иоанн Дамаскин написал очень красивый текст. «Раньше Бог
не имеющие ни тела, ни лица, совершенно не мог быть представленным в изображении. Но теперь, когда Он явился нам во плоти и с людьми, я могу запечатлеть образ того, что я увидел в Боге. С открытым лицом созерцаем мы славу Господа. Любимый способом, но у нас перед нами это время Адвента, чтобы готовиться к пришествию Иисуса Христа во плоти. И это то, что будет, да, в конце времен, когда Он явился прямо перед всеми и у каждого человека на небесах, как делал тоже Моисей, который говорил с Богом лицо к лицу. И поэтому очень интересно у нас это время не только для Рождества, но для нашей духовной жизни, христианской жизни, потому что это желание может продолжать, можем продолжать всегда. И этим закончу мастер по этому делу, конечно, святой Иоанн Дамаскин и тоже Дева Мария, Матерь нашего Господа Иисуса Христа. Она смотрела на лицо своего Сына, она взяла в руках своего Сына. Столько времени она проходила таким образом, да? Иисус Христос в ее руках, смотря его лицо. Пусть Пресвятая Богородица от Иисуса Христа поможет нам тоже зажигать, развивать это желание, видеть Иисуса Христа, видеть его лицо. Как говорит Писание, я буду искать лица Твоего, Господи, покажи мне Твое лицо. Дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лицо Твое приятно.